Ничего не тюкало, да? Ничего не делала. Кто-то успокоился. Мне было страшно. Давно это поймала его? А? Давно поймала, да? Ну да, практически. Как ты уехал через 20-30 минут, наверное. Сидела так, волосы расчесывала. 10-250? Да. Ну вот, друзья, 10 килограммов, 250 граммов. У Марии рекорд. Вытащила щуку. Маша, вот эта дочка моя, которая выиграла билет, ага, она именно вот захотела, специально для тебя нашла. У нее там, ну, знакомый, занимается, сам шьет. Ух ты. Это ручной работы. Ихирид, это один из родов бурятов есть. Ага. Под этой маркой он ручной работы, натуральная кожа. Да вы Говорит, что? очень должно понравиться вам. Спасибо внутри большое. ремешок все. Ага, очень красиво. Ихирид. Ну, это авторская работа. Все. Вау. И тут еще шоколадки. Ну, пустые, да? Спасибо большое. Дочке спасибо большое. Очень красиво. Ну, и я тебе лично. Здесь вот этот Байсхаланов Жигзит есть у нас. Ага. Автор, у него бренд. Ага. Он скульптор сам и ножи делает. Ага. Это, короче, бурятский нож малый. Да, ничего себе. Авторской работы. О, Здесь камень. а, Он ничего сказал себе. оникс. Вот это все посеребренное. Ничего себе. Это он сам все делает, да? Но сам делал, у него галерея ножей в центре Улан-Удэ Спасибо. продает. Копейку Спасибо. потом дашь. Ага, хорошо. За нож обязательно копейку. Это Спасибо. всё вот так было. Это мы. А, это вот так все, да? А здесь еще, ну, документы, сертификаты там. А, Клавиш, все хорошо. Колоритно. Да. А, вот так, ага, спасибо. Очень колоритно. Это благовоние тоже делаете же. Ну, сделаем здесь Ну. тогда, да? Угу. Так, а что эти друзья-то? Дмитрий, Яныч, они А, они там в поселке. Это тебе. Здесь, короче, герб Бурятии. Ага. Бурятия написано и волк изображен. Ага, Чисто спасибо. слышал, что волков уважаешь. Огромная Бурятия есть благодарность. волки, ну, рода слонов называется. Это Дмитричу, Янычу, Ага, что там, дочки, сын, короче. спасибо. Ну, сам распределишь. Хорошо, Здесь благодарю. или Бурятия, или Чингисхан, короче. А, ничего себе. А это, я думал, здесь покушать тоже бурятских производителей. Ну, Тушенка. покушаем обязательно. Бурят О, Нефтпром, бурят Нефтпром. тоже У Бурят нас вот Нефтпром. уважают вот такую тушенку. Да. Ну, честно говоря, раньше она вкуснее была. Но когда Ну, первая ничего. пошла только. Не, давно когда. Ну, когда первые Ну, партии. первые. Ну, все вроде на подарок. Если что, найду еще. Ну, спасибо, прям от души. А это мы уже здесь будет. Хорошо. Духом местным. Так, все, огромная благодарность прям за подарки. Да, всякие блесна набрал, Ну, которые там у пойдет, нас пойдет, сильно сейчас не будет работают. работать, но здесь будет. вот здесь они Ну, мы должны тоже не с пустыми руками, как бы, да. Сейчас тоже вручим наши подарочки. Ну, конечно, традиционно вот такой календарь, клевая рыбалка. Вот, там вот, ну, дни клево, да? Сегодня можем посмотреть у нас, что у нас сегодня, октябрь, март, апрель. Апрель 26, вот, это у нас средний клев. Март 26. От моих друзей, от Моисея, от меня, от компании УРУ Якутской ювелирной. Вот такой подарок. Это вот на память, кто что приезжал к нам, может даже порыбачить уже. И
Вот такая серебряная блесна и здесь логотип клевой рыбалки. Ну, жалко. Ну, бачить, такой попадется, блин. Ну, спасибо. Потом можешь у себя там, ты же ездишь куда-то, да? Можешь там порыбачить. И серебряные Витине. На серебряную. вешу, как это, сувенирчик. Дома высвечить. Вот. Спасибо. А, и самое главное, вот я нынче летом сделал такие шапочки, буду делать, сувенирные. Это вот носить это на рыбалке. Вот это вот, чтобы в лодке там не отлетала. Ну. Панамка такая. Ну, Вот. само то. Да? Это будет. Ну все. Лицо у меня предрасположено к загару. Байкальский загар, ты сразу видно. Все. Да. Вот. Вот, классно. Ну все, друзья, огромная благодарность Чингису Дашнимовичу, что приехал. Кстати, он победитель розыгрыша, поездка на клевую рыбалку. Вот, собственно, он и сам приехал. Ну вот, друзья, вот очень удобно вот так вот есть на ускоряк. Вот сейчас я разогрею вот эти пловы здесь и, собственно, поедим. Маленький совсем. Что-то есть? Ну, Малек, О, малек, наш малек. что, на живца? А, нет, просто туда кидаем. Отпустить? Не, вон в этот можешь посуду кинуть. А, Это не малек, это нормальная сорок. первый рыбин. Чингис поймал свою первую рыбу. Держи. Красивый. оп, есть. Что-то, да? Возле дна. Вот здесь надо катушку большую сидеть. Есть. Какие-то саражки у нас трофейными считались. Вот с эту бутылку есть, вот второй. Вон так. Да. Вот так. Интересная штука, оказывается. Мне это понравилось. Понравилось, да? Давайте его поставим тут везде по кругу. Можно. Лунок понасверли, пожалуйста, я поставлю. И живцов поймай побольше. Сейчас поймаю. Давай. А у нас таких штук сколько? Много. Много, да? Да. М. Так что лови смело. Ох, есть. Мелкий считается, да? Ну, такой середнячок. Забыл приманку посмотреть. О, такая сорога ловится здесь вот. С бутылку. Больше даже, полторушки.
Хватили? Ну да, там сотрудников больше, чем детей. Ого, еще больше моей, что ли? Огромные. Они примерно одинаковые. Медная расцветка работает, что ли? Вот это, да? А в чайнике кипяченая вода, да? Да. Вот, почти. Чуть-чуть меньше. Короче. Ну, толще. Так-то с них котлеты это замечательно, наверное, с таких больших делать. У нас-то маленькие люди прямо с костями перемалывают, котлеты делают. Ну, с этими-то я не думаю, что получится с Ну, здесь костями. с костями тоже, конечно. Ну, их на жареху только, наверное, а что еще? Ну, как-то в духовке, не знаю. Куда такие огромные, я не знаю, как готовить. И больше позвоночник, если удалить, а остальные кости раза 2-3 через мясорубку пропустить. Ничего. Сало добавить. А я бар, что ли? Идет. Первая рыба за вечер. Вечерний клев начинается. На кальмара взял. Чингис после обеда вышел попробовать снаружи, как говорится, попытать удачу. Ну а мы заготовили дров. Я поставил палаточку вторую и уже сели в ожидании вечернего клёва, который, собственно, вот на ваших глазах и начался. Чая попить сейчас хочу. Так. Прям пошел чёс такой опять. Ну вот это сорога, так сорога. Понимаю. Сорога. Так, друзья, вот Чингис на улице был. Нашел, говорит, хорошее место. Ну, как косяк косяк как будто подошел, да? И вот такого окунька взял, грамм на 700, наверное. 700, я думал, килограмм больше. Сейчас узнаем. Не, смотри-ка. Кило 160. Такой вот окуняра. Ну. Щука в лунку кое-как лезет. Вот. Завтра пойдем снаружи рыбачить. Все искать. Да. Сегодня уже по окуне рекорд свой. Ну. И по сороге рекорд. Сделал, да? Ну. Ну, сорогу жалко не взвесили. Хотя вот же она лежит, самая крупная, да? Наверное. Давай. Наверное. Где она была-то? Вот она, да? Вот это, да, по-моему? Наверное. Или это ли? Вот это, по-моему. Ну, какая разница. 520 грамм. Страшно. Страшные рыбы. Кило 160. Так что вот так вот, друзья. Вот так вот. Ну вот, дорогие друзья,
Настало утро. Мы с Марией сейчас начинаем рыбалочку. Чингис уже с утра убежал рыбачить на окуня, на щуку. Думаю, сейчас подмерзнет, придет, мы у него спросим, что да как. И сегодня хотим днем тоже походить, там-сям побурить. И, собственно, порыбачить. Сейчас я уже опустил эхолот. Как всегда, эхолот показывает наличие рыбы, и которую мы, собственно, должны поймать. Я хочу, вчера у меня рыбалки на поплавочку было очень мало, поэтому с утра вот прям я сейчас быстренько заряжаю поплавочку. Начинаем ловить на кальмара. Мария Васильевна, сегодня какие планы? Мне надо поработать. Огромную щуку Пока будешь есть тягать, свет. нет? Огромную щуку опять тягать будешь сегодня или нет? Да. У меня сегодня планы, друзья, опять поймать огромную щуку. Мария мобильный видеограф. Кому интересно, ссылочка в описании. Никому не интересно. Нет, будет очень интересно. Мормышечку пока светлую опустил. Опа. Вот. Ну, пока не большенький такой. Идет. Ну, нормальный такой, средний статистический размерчик. Сорога. Вот такая вот с утра. Вот моя рука, допустим, на фоне сороги. Вот. Здесь у нас есть вот такой вот тазик. Скромненький такой тазик тоже. И продолжаем в том же духе. Мария Васильевна, ну давайте расскажите нашим подписчикам, как у вас, какие у вас впечатления от рыбалки вчера здесь, в нашем водоеме. Шок. Шок. Шок, да? Нечего добавить. Что вас больше всего шокировало? Момент, когда я увидела пасть щуки. Просто не представляла таких размеров, когда, не знаю, огроменный рот зубами. Почти что с размером в лунку. Это прям в лунке, когда он находился, да? А, я же фонариком подсвечивала. Ага. И когда вот я же видела, Вытащила когда её. там толщина льда 1,5 метра, же, когда тащила, видела, как поднимается пасть из темноты. Ага. Потом вспомнила хоть про Богорик, да, что есть? Ну да, я же видела твои видео. Ага. 7 лет твои видео видела. О, Смотрела. ничего себе. Я знала, как доставать. Ага. Я знала, что губа может, если взять губу, может сорваться. Ага. Поэтому старалась засунуть их поглубже. И все. Ну, вообще, я считаю, Мария, ты большая молодец, потому что, ну, не каждый может справиться с такой большой рыбой, как бы. Тем более, если учесть, что это твой первый улов, твой первый трофей. Поэтому, я думаю, мои подписчики с этим со мной полностью согласятся. Так что ставьте лайки, друзья Марии, что она смогла вытащить эту огромную рыбину. А мы продолжаем ловить вот таких вот небольших сорожек. Не хочешь полнить? Нет, не поработаю. Мария работает еще, да. Поэтому мы пока наслаждаемся рыбалкой, так скажем. Утренний контент в палаточке. Чингис сегодня что-то спал плохо. Я в 3 часа просыпался, вот
сидел. Вот. Печку подкинул, потом в 6 проснулся. Он опять проснулся, вместе со мной проснулся. Ну, получается, он часа 3 всего поспал. Вот. Может, не спалось из-за того, что, ну, Шум, новое место, да, шумно, вот этот ветер, ну, как бы, ему непривычно человеку, который приехал в тишины. Ну, вот сегодня у него самого и спросим, вот он сейчас скоро придет. Рыбы прям полно на дне. Я сюда прикармливаю пшенкой обычно, пшеном сыплю. Вот. Но она что-то повыше, это дна вот сантиметров 30 так вот. По дна плавает. Холод очень хорошо в этом плане, конечно, помогает. Но единственное, что вот недостаток холода, это вот его кабель, он закручивается постоянно при уваживании рыбы. Вот. Лед у нас за метр, где-то 1,20 м, где-то такой вот. А хотя какой там 1,50 м, все 1,50 м, наверное. У меня, как всегда, традиционно стоит жерлиц прямо в палатке. Вот она. Рано взял. Вот это поросята, друзья. Вот это сорок так сорок. Мария вчера, когда начала ловить вот такую рыбу, говорит, возле города Якутск, то, что мы зимой рыбачили, это, говорит, ерунда полная, да? Больше меня не звать на такую. Говорит, больше возле города Якутска я, говорит, не могу рыбачить. Это рыбак, у которого стаж даже меньше, наверное, месяца. Третья рыбалка, наверное, да? Аппетит. Аппетит хороший, да? Ну-ка я могу. Ничего страшного, у тебя вообще чебухару. Так. Идет. Ну вот мелкий он прям вот чувствуется, когда мелкий берет. Вот, не большенький. Ну, кулинарного размера, думаю, пойдет. Вчера мы пробовали, друзья, рыба очень вкусная. Вчера вечером пожарили. Но мы даже не засняли, да, как мы жарили там. Вот. Ловили северное сияние. Вчера ловили северное сияние. Чингис посмотрел первое северное сияние в своей жизни. Вообще он приехал по, получается, по розыгрышу, поездка на клевую рыбалку с Вячеславом Бродниковым. Вот, я такой розыгрыш провожу ежегодно, традиционно уже у меня третий участник. И сейчас, друзья, я хочу вам объявить о начале следующего розыгрыша на летний сезон. Хочу следующего рыбака привезти. В прошлом году летом приезжал Валерий Золотов. Вообще классно отрыбачились. Получил бурю эмоций. И сейчас я объявляю начало нового розыгрыша. Все ссылочки в описании под розыгрышем. Если коротко рассказать принцип розыгрыша, то один билетик на розыгрыш стоит 1000 рублей. Вы подаете заявку через сайт клёворыбалка.рф. Там будет бутик под названием «Принять участие на поездку в Якутию». Я вам
вы регистрируетесь, я с вами связываюсь посредством электронной почты, которую вы там указали, либо WhatsApp. И потом вы проводите оплату, покупаете какое-то количество билетов, я и вас изготавливаю их для вас, опускаю в общий банк билетов, и потом уже, когда наберется определенное количество билетов, а это предположительно стоимость проезда из Москвы в Якутск, из Якутска в Жиганск на самолете, друзья. Ну, это порядка 80 тысяч нужно туда-обратно. Если брать безакционные билеты, обычные, стандартные, средней стоимости, то друзья, я начинаю проводить розыгрыш. Ну, обычно у меня проходит он с ценными призами, там спонсорские призы бывают, ну и суперприз, конечно, поездка. И я привожу человека сюда к вам. Ну, вместе снимаем мы эти сюжеты, и мы все это смотрим, радуемся за человека и так далее. Поэтому можете принимать участие, можете не принимать, решать вам. Но я уже несколько раз человека привез и буду дальше продолжать возить. Вот. О, рыбак пришел. Ну вот сколько? Ну чё, как дела? Ну ты мне знаешь, короче, рекордную щуку поймал. Да вы Это что? такая. О, так надо было взвесить. Там лежит. Пакет взял, кого пакет. Сколько наловили уже? 4 щуки. 20 окуней. Ага, Все лопаты такие здоровые. ага. Одного сиган поймал. А сига даже? Да? Большой, Что нет? такой сижок? Большой. Большой, да? Средний, наверное. И все, сопля улку. Ничего себе. Не отойти. Да? Кусаны, да? Окуни такие хорошие. У меня прям хорошие, да? Ну, Щука прямо дала, да, адреналинчика-то? ну. Так я до этого одна сорвалась. Минуту, наверное, вытаскивал мне как-то это. Огромная была, да? А? Огромная была. Ну, видимо, Вот такие вот, друзья, у нас дела. это-то мелочь. Может, 4 щуки пойму. 4 щуки, окуней там 20 и больше. Одна большая. Вот такая. Свой рекорд. Маленькие же. Маленький. Для меня большой. Но Рекорд свой побили, значит, не знаю, что-то нет, наверное. Где-то около 3, может, 2,5. Еще не побил, значит. Ну, сейчас еще не очень. Так, а шнек-то не тот взяли же. Он же правого вращения. Вот я что-то бурю не то. Это под бур же я приготовил. Бурю. Под бур сегодня утром. Я смотрю, он красный лежит, думаю, другой где-то забрал, оказывается, ушел, думаю, как он сейчас бурить, там бурил, наверное. А там неудобно, там в другую сторону крутишь его. Да. Ну, что-то раза 3 что-то большое срывалось, но одно-то огромное, которое бы не смог вытащить. Да? А почему? Фрикцион плохо сработал. Замерз? Не, я-то без фрикциона руками тяну. Да. Вот надо было попробовать катушкой работать. Тогда, может, получилось бы. Возился. О, хоть блеса на месте. Ну. Серебряные? А мы тут мелочевочку душим, вот. Ну.